Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и просто любящие нас зрители. Сегодня на просторах интернета мы можем быть ближе к вам, а вы к нам. Весь свой багаж и опыт, знания, умения, навыки государственный ансамбль приобретал за время своей деятельности. Конечно же, это колоссальная история, танцевальная, музыкальная, вокальная история. И наша задача сегодня, конечно же, сохранить, передать, популяризировать, а также, конечно же, чтобы это все еще и приукрашалось. Сегодня у нас есть возможность с вами этим поделиться. А что мы хотим сделать? Мы хотим показать элементарные татарские ходы. Что есть ход? Ход – это наш генетический код, который мы закладываем в наших детей, передаем по наследству. Потому как мы ходим, я могу определить, к какой национальности принадлежит этот исполнитель. Это ход башкирский, это ход украинский, а это татарских. Их в большинстве своем, конечно, огромное количество. Но мы сегодня изучим те положения ног, те положения рук и разберем те движения, которые являются универсальными для всех татар, присутствующих на земном шаре. А такие движения есть. Сегодня нам будут помогать мои коллеги, солистка танцевальной группы Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Алсу Максумзянова. И также студент Казанского института культуры, кафедры хореографического искусства Артемий Ермолаев. И я, народная артистка Республики Татарстан, доцент в области хореографического искусства Хаметова Лейсан Рашидовна. Итак, мы начинаем. В татарском танце существуют как позиции рук, так и положение рук. Существуют позиции ног и положение ног. А начнем мы с рук, опираясь на, конечно же, на основы народно-сценического танца, отталкиваясь от этого, и сегодня это и обсудим. Исходное положение, подготовительная позиция – это когда ручки опущены вниз, шейка тянется наверх. Так мы приветствуем гостей, делаем поклоны и так далее. Так мы стоим, когда прощаемся и когда завершается наш концерт. Первая позиция – классическая позиция, татарская позиция у девочек и более вытянутые руки у мальчиков. Вторая позиция – классическая, вторая позиция у девочек, более мягкая, и вторая позиция у мальчиков. Третья позиция – классическая, третья позиция у девочек, третья позиция у мальчиков. Четвертая позиция классическая. В кушак четвертая позиция у мальчиков. На кулачок четвертая позиция у девочек. Пятая позиция классическая. Пятая позиция татарская, которую мы используем. Позиция. Шестая позиция у девочек, может быть, наверху ручка. У мальчиков на тюбетейку. Также второе положение сверху тюбетейки. И седьмая позиция у мальчиков. Ладошка в ладошку сзади. И у девочек также может иметь место быть, когда мы танцуем или старинные танцы, придерживая камзол или зелян, который у нас более длинный. Также теперь существуют позиции ног относительно позиций в народно-сценическом танце. Самая используемая позиция – первая прямая. Также есть первая закрытая позиция.
И первая – открытая позиция. Вторая позиция – прямая. Вторая – закрытая позиция. Вторая – открытая позиция. Третья позиция. Мы ее используем в приставных шагах, об этом мы попозже поговорим. И самая используемая позиция – это четвертая позиция. Ее часто используют в татарском танце. И последняя, пятая позиция, в основном на полупальчиках, это когда мы продвигаемся, используя эту пятую позицию. Теперь поговорим о положениях рук в женском татарском танце. Положение первое. За юбочку. Это может быть передник, это может быть зелян, это может быть подол платья. Второе положение – за платочек на уровне глаз, при котором я могу смотреть на мальчика, могу отвернуться от него, заглянуть, отвернуться от него. Также у нас есть положение перед собой, когда мы работаем ручками и локоточками в первой позиции. Но это и есть положение, которое мы можем варьировать потом этими положениями. Также у нас есть работа с браслетами. Браслет раз, два, раз, два. Положение рук, закрывающее взгляд девушки от юноши. Также кисть может повернута быть к себе. Также я могу закрыться другой рукой. Это все положение рук. Я могу сделать низкое положение, но при этом, говоря мальчику, не подходи близко. Всякие разные положения в танце, в хореографии у девочек, они скрывающие лицо. То есть прямой взгляд на мальчика не должен быть. Все-таки наша хореография на основе ислама, где девушка всегда прячет свое лицо и взгляд от юноши. Что же можно сказать в хореографии юноши? Положение рук, конечно, он всегда чувствует себя над девушкой. Ручки могут быть как открытые, так и закрытые. Одна рука на тюбетейке или в открытом положении. И также работать положение рук. Также есть положение с кисточками. И, конечно же, когда я нагибаю корпус, оно приобретает другое положение. С другой ножки. Другое положение. Кстати, о положении кистей в мужском татарском танце. Они могут быть как согнуты на 90 градусов, так и вытянуты. Также у Гайхаджиевича Тагирова есть и положение наверх. Он использует его в танце сибирских татар, а также на выходе, когда выходит весь состав. То есть мы видим, что положение рук, оно разное. И утверждать, что мужские руки только такие, или только такие, или только такие и такие, они могут быть всевозможными в зависимости от того, с кем мы рядышком живем и чья культура на нас влияет. Неправильно говорить о том, что вы неправильно танцуете по-татарски, а вы неправильно. Конечно же нет. Но то, что мы сегодня показываем, какие-то простейшие элементы можно использовать в любых татарских танцах, любых этнографических групп. На этом с позициями закончили.